Итак, продолжаем решать с вами задачи на конденсаторы. Сегодня решим две задачи из финала Олимпиады физтех 11 класса. Итак, я предлагаю рассмотреть задачу 2016 года. Финал, еще раз повторюсь, да, финал физтех 11 класс. Итак, перед вами вот такая электрическая схема. Давайте внимательно посмотрим, что на этой схеме здесь мы видим. Итак, источник с ЭДС, два конденсатора, емкость первого С, емкость второго конденсатора 2С, два резистора и три ключа. Ключ К1, ключ К2 и ключ К3. Вот все параметры, которые изображены в этой цепи, они нам известны. То есть известно ЭДС и емкости этих конденсаторов. Итак, условия задачи. Все ключи в данный момент, в начальный момент времени разомкнуты. Конденсаторы не заряжены. Не заряжены. Далее. Далее замыкают ключ К1. И как только конденсаторы полностью зарядятся, то есть наступит такое равновесное, да, состояние, как говорят, конденсаторы, да, зарядятся полностью, замыкают ключ К2. Затем замыкают ключ третий, и как только напряжение на конденсаторах отличается в 4 раза, этот ключ третий размыкают. То есть вот этот момент еще раз, да, я проговорю, что сначала первый ключ замкнули, ждут равновесного состояния, когда конденсаторы полностью зарядятся, потом ключ К2, и потом замыкают ключ К3. Но ключ К3 его замкнули и через очень малое время размыкают. Разомкнули его, еще раз повторяю, в тот момент, когда напряжение на первом конденсаторе будет больше напряжения на втором в 4 раза. То есть это я записала так: У нулевой равно 4 У нулевое. Итак, что найти? Первое. Найти отношение зарядов на пластинах второго конденсатора, то есть Q2, Q1. Еще раз повторяю, на втором конденсаторе. Что такое Q1? Q1 это заряд на пластинах до замыкания ключа 3. Q2 это заряд на пластинах второго конденсатора в момент размыкания ключа 3. То есть в тот момент, как только разомкнули, да, вот этот ключ третий, да, вот какой был заряд на пластинах второго конденсатора. И вот это отношение зарядов нужно найти. И второй вопрос — найти количество теплоты при замкнутом ключе третьем. При замкнутом ключе третьем. Хорошо. Давайте потихонечку, постепенно, так скажем, разбираться в этой задаче. Давайте так, чтобы мне не перерисовывать еще раз эту схему, я на этой схеме покажу, что замкнули ключ К1. Итак, замкнули ключ К1 и ждут, пока конденсаторы полностью зарядятся. Хорошо, ребят, ну вот давайте представим, так, ключ К3 разомкнут, да? Итак, хорошо, давайте представим, что у нас конденсаторы зарядились, и мы видим, что тока, естественно, в цепи не будет, да? То есть как только конденсаторы полностью зарядились, еще раз повторяю, тока не будет, да, в цепи. Конденсаторы у нас соединены, как мы видим, последовательно, так, с источником и друг с другом. Следовательно, при последовательном соединении заряды на пластинах конденсаторов будут одинаковые. Но это только в том случае, если конденсаторы до этого не были заряжены. Так, они у нас не были заряжены. Значит, давайте так, я обозначу заряд на пластинах второго конденсатора через Q1, как раз этот заряд нам нужно потом будет найти. Следовательно, точно такой же заряд будет и на пластинах первого конденсатора. Ну, можно показать здесь заряд. Значит, левая пластина этого конденсатора зарядится положительно, правая отрицательно. У этого верхнего будет плюс заряд, да, а на нижней пластине будет заряд минус. Итак, еще раз повторяю, так как конденсаторы соединены последовательно, заряды на них будут равны Q1. Ну, нам предлагают найти этот заряд. Давайте мы его и найдем. Я предлагаю таким образом поступить, найти
общую емкость этих двух конденсаторов. Давайте вспомним, при последовательном соединении конденсаторов общая емкость находится так. Для двух конденсаторов, да, умножаем их емкости С умножаем на 2С и делим на их сумму. То есть С плюс 2С это будет у нас 3С. С сокращается, остается 2/3 С. Так, это общая емкость этих двух конденсаторов. Найдем теперь общий заряд на пластинах этих конденсаторов. Общую емкость умножаем на общее напряжение. А общее напряжение между пластинами этих конденсаторов, естественно, равно ЭДС источника. Итак, общая емкость это 2/3 С, то есть получается 2/3 С умножить на ЭДС. Еще раз, ребят, повторюсь, что конденсаторы соединены последовательно, до этого не были заряжены, следовательно, заряд на этих конденсаторах Q1 я обозначила, он будет, естественно, равен этому общему заряду нулевой, то есть 2/3 С на ЭДС. Итак, я это подчеркну, что мы это с вами уже нашли, этот заряд. Хорошо. Теперь смотрите, дальше что? Замыкают ключ К2. Ну, давайте внимательно посмотрим, что-то от этого изменится. У нас ведь, когда конденсаторы полностью заряжены, тока в цепи у нас не будет, конденсаторы размыкают эту цепь, да? Еще раз напомню, что между пластинами находится диэлектрик, так? А через диэлектрик, естественно, ток не пойдет. Так вот, раз тока нет, замкнули мы ключ К2, разомкнули, от этого ничего не изменится в цепи. Хорошо. Теперь давайте рассмотрим следующую ситуацию, когда замкнули ключ К3. Итак, наверное, все-таки я перерисую эту схему. Итак, источник ЭТС, конденсатор емкостью С, так, резистор внизу, так, второй конденсатор емкостью 2С. И этот второй конденсатор, еще раз повторяю, посмотрите, он подсоединяется параллельно к резистору, или резистор подсоединяется параллельно к этому конденсатору. Итак, ключ К3 мы замкнули. Хорошо. Что будет происходить? А вот теперь смотрите, а дальше этот конденсатор начнет разряжаться через вот этот резистор. Смотрите, он параллельно соединен с этим резистором. И заряд, вот этот Q1, который был изначально на пластинах, он будет уменьшаться. Будет уменьшаться и напряжение на пластинах этого конденсатора. А следовательно, будет уменьшаться и напряжение, изменяться да, напряжение и на пластинах первого конденсатора. Будет, естественно, меняться и заряд, да, на пластинах вот этого первого конденсатора. И в цепи потечет, так скажем, кратковременный ток, да, пойдет заряд, да, через эти резисторы. И какое-то количество теплоты, естественно, выделится на этих резисторах. Вот это тепло нам нужно потом будет с вами найти при замкнутом ключе. Если у нас ключ К3 будет долгое время замкнут, то вот этот конденсатор 2С, он полностью у нас разрядится через этот резистор. И заряд на этом конденсаторе станет равен нулю. Хорошо, но в условии задачи, давайте внимательно еще прочитаем 4-й пункт, сказано, что этот ключ 3 замкнули и разомкнули его, когда напряжение на этих конденсаторах будет отличаться в 4 раза. То есть на первом конденсаторе, так, давайте на втором конденсаторе, да, на втором, я обозначу напряжение О нулевое, а на первом конденсаторе это напряжение в 4 раза больше по условию задачи. Итак, как только да, эти напряжения в 4 раза будут отличаться, ключ, вот этот К3 размыкают. И вот нам нужно найти, а какой же заряд окажется теперь на пластинах второго конденсатора. Я обозначу этот заряд теперь уже Q2. Этот заряд нам нужно с вами найти. Итак,
Ну, вот этот заряд Q2 мы найдем. Его найти, в принципе, несложно, если мы будем знать напряжение на этом втором конденсаторе. То есть мы емкость конденсатора 2С умножим на напряжение У0. Но мы его не знаем, это напряжение. Нам нужно его найти. Ну, давайте, ребят, посмотрим, чему здесь будет равно ЭДС. Оно будет равно сумме. Вот даже можно здесь плюс-минус показать, да, здесь плюс-минус знаки, да, зарядов на пластинах. И мы видим, что ЭДС будет равно сумме напряжения на первом конденсаторе плюс напряжение на пластинах второго конденсатора. То есть 4У0 плюс У0. И равно это будет 5У0. Отсюда У0. Так, это будет ЭДС делить на 5. Таким образом, заряд, мы можем теперь найти заряд на пластинах второго конденсатора. Это 2С умножить на ЭДС, ну и делить на 5. Ну, можно, конечно, красиво было это писать, записать 2/5. Давайте так, 2/5 С на ЭДС. Все, и теперь мы можем найти отношение вот этих вот зарядов Q2, Q1, которые требуется вот в первом пункте найти. Итак, Q2 2/5 С на ЭДС, а Q1 2/3 С на ЭДС. С ЭДС сокращается, и так, двоечки у нас тоже сократятся. И что у нас останется? Останется у нас 3/5. 3/5. Так, вот мы с вами нашли отношение вот этих зарядов на пластинах второго конденсатора. Итак, мы ответили на первый вопрос. Ну, он достаточно был сложный по отношению ко второму вопросу. Во втором вопросе нам нужно найти количество теплоты, которая выделится при замкнутом ключе. Так, хорошо. При замкнутом ключе 3. Так, я просто думаю, как мне теперь лучше писать. Ну, давайте так немножко подвину свою картиночку. Как будем искать вот это количество теплоты при замкнутом ключе третьем? Сколько тепла выделится? Понятно, что... Так, это пункт 2. Понятно, что по закону сохранения энергии. Давайте еще раз вспомним, что до замыкания ключа третьего у нас оба конденсатора были заряжены. Итак, до замыкания ключа 3 и первый, и второй конденсатор были заряжены. Да? Давайте найдем их энергию. С общая на ЭДС общая, да? на общее напряжение, оно равно ЭДС, да, в квадрате, делить пополам. Где С общее, мы с вами уже до этого рассчитывали. Давайте посмотрим, вот оно у нас, да, 2/3 С. То есть, наверное, давайте так, я запишу. 2/3, двойки сокращается, остается, что это будет 1/3 С на ЭДС в квадрате. Вот это энергия этих конденсаторов до замыкания ключа третьего. Да? Так, до замыкания ключа 3. Теперь после замыкания ключа К3, то есть когда ключ замкнули К3 и потом его разомкнули. Напряжение на первом конденсаторе 4У0, на втором О0. То есть оба конденсатора заряжены, и давайте найдем их энергию. Так, общую энергию, да? Так, что мы получаем? Значит, емкость первого конденсатора С, напряжение на нем 4У0, не забываем возвести в квадрат, делим пополам, плюс энергия второго конденсатора.
Здесь емкость второго конденсатора 20, напряжение У нулевое, возводим квадрат, делим пополам. Так, что мы получаем? Так, получается, по-моему, у нас 9, да? 9, 4 здесь не забываем ввести еще квадрат. В общем, 9 С на У нулевое в квадрате. А так как У нулевое, мы его уже до этого нашли, это ЭДС делить на 5, У нулевое, да, ЭДС делить на 5, возводим квадрат, получается 9/25 С ЭДС в квадрате. Это суммарная электрическая энергия этих конденсаторов ну, в момент размыкания ключа третьего, да? Запишем это так. В момент размыкания ключа 3. Так. Хорошо, но когда ключ К3 ведь замкнули, у нас эти конденсаторы, они не отключены, их не отключили от источника, правильно? Следовательно, когда замкнули ключ третий, как я уже говорила до этого, конденсаторы начинают перезаряжаться, и зарядная их пластина будет меняться, и, естественно, через эти резисторы пойдет такой кратковременный ток, что и приводит, в общем-то, и через резисторы, и через источник, да, пойдет ток. Следовательно, здесь надо учитывать, что будет еще совершаться работа источника тока. Так, давайте запишем еще раз закон, ну, теперь в общем виде, закон сохранения энергии. Итак, начальная энергия, давайте еще раз мы ее нашли, это 1/3 С на ЭДС в квадрате, то есть это электрическая энергия, да, этих конденсаторов до замыкания ключа, плюс работа источника, а точнее работа сторонних сил, да, по перемещению заряда внутри источника, когда мы ключ К3 замкнули, равно конечная энергия этих конденсаторов, мы ее тоже посчитали, это 9/25 С на ЭДС в квадрате, и плюс количество теплоты, которое выделится на этих резисторах, да, в момент замыкания вот этого ключа третьего. Ну, осталось только найти, ребят, вот эту работу, да, через источник. Так, хорошо. Еще раз давайте вспомним, как находится работа через источник, работа сторонних сил, да, внутри источника. Это дельта Q, заряд, который прошел через источник в момент замыкания ключа третьего, на ЭДС источника. Что такое дельта Q? Ну, это еще раз, да, заряд, прошедший через источник, как мы его найдем? Мы его можем найти, если узнаем, давайте посмотрим еще раз на схемку, да, как менялся заряд на обкладке вот этого, ну, давайте вот этого возьмем, да, первого конденсатора. Вот как изменялся заряд, да? То есть из конечного заряда вычитаем начальный заряд на обкладке вот этого конденсатора, соединенного рядом с этим источником. И таким образом найдем, какой заряд прошел, да, через этот источник. Итак, смотрите, из конечного вычитаем начальный заряд. Конечный заряд, то есть в момент, когда вот разомкнули, да, вот этот ключ К3, был, как мы найдем этот заряд, да, мы емкость конденсатора С умножаем на напряжение между пластинами конденсатора. Итак, конечный заряд, еще раз я пишу емкость первого конденсатора С на напряжение, на 4У нулевое. Минус, вычитаем заряд, который у нас был, да, на пластинах этого конденсатора, да, до замыкания ключа. Этот заряд мы уже с вами находили. Это вот этот заряд Q1, он равен 2/3 С на ЭДС. 2/3 С минус 2/3 С на ЭДС.
и умножаем на ЭДС. С учетом того, что О нулевое — это ЭДС делить на 5, да, если мы это преобразуем, все это подставим, то мы получим 2 пятнадцатых С на ЭДС в квадрате. 2 пятнадцатых на С ЭДС в квадрате. Вот это работа источника. Так, ну и следовательно, что мы получим? 1/3 С ЭДС в квадрате плюс 2 пятнадцатых С ЭДС в квадрате равно 9/25 С ЭДС в квадрате и плюс Q. Ну, отсюда уже несложно рассчитать вот это количество теплоты. Здесь осталась у нас, в общем-то, математика. И если выразить отсюда Q, то получится 8/75 С на ЭДС в квадрате. Это мы ответили на второй вопрос этой задачи. Так. Я предлагаю решить еще задачу этого года с финала физтех. 11 класс, 2020 год. То есть задачка, которая была, в общем-то, тоже предложена. Так, я внимательно сейчас, ребят, я сейчас постараюсь прочитать условия этой задачи, вы послушайте очень внимательно. Тут 3 вопроса, на которые нужно ответить к этой задаче. Итак, ну, вначале, наверное, изображу вот эту схему электрическую. Итак, здесь она уже попроще, но задача посложнее, наверное. Итак, конденсатор емкостью С. Резистор сопротивлением R. Ключ. Источник тока. Причем источник тока так, с ЭДС не идеальный. То есть он имеет какое-то внутреннее сопротивление R. Все параметры вот эти даны. То есть нам известно, давайте запишу, дано емкость конденсатора, сопротивление резистора, ЭДС, и сказано, что внутреннее сопротивление этого источника, оно будет равно внешнему R. То есть R равно R большому. Это облегчает, в общем-то, нашу задачу. Так, хорошо. Ключ К на некоторое время замыкают. Тоже очень важный, да, момент, ключ вот этот К. Его, еще раз повторяю, на некоторое время замыкают. А затем размыкают, когда скорость роста энергии конденсатора достигает максимального значения. Итак, вот этот ключ размыкают, когда скорость роста энергии конденсатора будет максимальна. Ну, скорость роста энергии, да, скорость изменения энергии, такими словами, ну, это могу так записать, да, что вот эта электрическая энергия конденсатора, деленная на время дельта Т, да, она достигнет максимума. Итак, то есть если я энергию поделю на время, я получу скорость изменения этой энергии. И еще раз, да, ключ вот этот размыкают, когда вот эта скорость изменения электрической энергии между пластинами конденсатора достигнет максимума. Итак, хорошо, теперь что найти? Первое. Первое, надо найти ток, текущий через конденсатор, сразу после замыкания ключа. Ну, давайте этот ток обозначу И нулевое. И нулевое. Так, через... Нет, наверное, может быть, не И нулевое, давайте так, раз через конденсатор, и С лучше обозначить, да, и С. То есть найти вот этот ток, текущий через конденсатор, то есть это ток зарядки, да, через конденсатор, понятно, ток не пойдет, да, здесь диэлектрик. Этот ток, его еще называют током зарядки. В тот момент,
в момент а, размыкания ключа. То есть сразу после, простите, я оговорилась, да, сразу после замыкания ключа. Замыкания ключа. То есть самый начальный момент времени, да, найти ток, идущий через конденсатор или ток зарядки конденсатора. Это первый вопрос. Второй вопрос — найти ток через конденсатор сразу после размыкания ключа. Найти ток, идущий через конденсатор, давайте его ИЦ штрих обозначу, сразу, да, после размыкания ключа, размыкания нашего ключа. Сразу после размыкания ключа. А ключ, еще раз напомню, его разомкнули, когда скорость энергии конденсатора достигнет максимального значения. Ну и третий, последний вопрос. Найти количество теплоты, которое выделится в цепи после размыкания ключа. После размыкания ключа. Так, первый вопрос. Ну вот первый вопрос, он достаточно, в общем-то, простой, хотя, может быть, для кого-то покажется совсем непонятным. Смотрите, что здесь, давайте рассуждать, да, что здесь происходит. Ну, наверное, даже я бы сделала такую еще раз картиночку, еще раз бы перерисовала вот эту схему. Конденсатор, резистор, источник тока, еще один резистор. Так, это R большое. Так, это R маленькое равно R большому. Итак, смотрите. Очень важный момент. Еще раз, найти ток, идущий через конденсатор, или ток зарядки конденсатора, сразу после замыкания ключа. Сразу после замыкания. Смотрите, как ток пойдет? Он ток не пойдет через резистор. Сразу после замыкания ключа ток пойдет так, да? Смотрите, к конденсатору. И С обозначен. Конденсатор еще не заряжен. Посмотрите, да? Ну, почему так, да, произойдет? Дело в том, что конденсатор, как только замкнули ключ, конденсатор еще не успел зарядиться, да? Напряжение на нем ноль. И обратите внимание, что конденсатор и резистор, они соединены параллельно. И напряжение все время на них будет одинаково. Что на конденсаторе, что на резисторе напряжение будет одинаково. Поэтому так как напряжение на конденсаторе 0 и на резисторе тоже 0, естественно, раз здесь напряжение 0 на резисторе, сюда ток не пойдет, да, ток пойдет вот так, да, ток зарядки, да, пойдет к конденсатору. Так, ну, понятно, ток идет от принятого направления от плюса к минусу. Так, такой же ток пойдет от этой пластины, конденсатор ИЦ. Вот ток пойдет, да, давайте я так, вот в момент замыкания ключа. Конечно, мы этот ток можем найти, так, используя закон Ома для полной цепи. Итак, через резистор, еще раз повторяю, здесь ток будет равен нулю, и R, да, и R равно нулю. Ток не пойдет, потому что здесь напряжение 0, да, ток не пойдет сюда, пойдет к конденсатору. И этот ток будет равен EDS источника на вот это R маленькое, да, на сопротивление. Внутреннее сопротивление этого источника. Ну, так как у нас по условию задачи R равно R большому, ну вот, ребят, я записала ответ на первый вопрос. Так, теперь остается самое сложное — это ответить на второй вопрос задачи. Смотрите, дальше ведь ключ размыкают. Ключ размыкают в тот момент, когда энергия, да, на конденсаторе достигнет максимального значения. Ну, может быть, давайте я вторую картиночку теперь сделаю. Так,
Вот второй, да, вопрос и вторая картинка у меня будет, вторая схема. Я думаю, лучше перечертить, чтобы было понятно. Итак, так, здесь R маленькая равна R большому, это EDS, а это у нас конденсатор емкостью C. Итак, так вот, спустя какое-то время, естественно, да, вот этот общий ток, идущий от источника, он будет разделяться на два тока. Ток, идущий к конденсатору, и C' я обозначу, да, и ток, идущий уже через резистор, и R. Вот так, и R. Ток, идущий через резистор. Это и штрих. То есть, когда, смотрите, здесь появляется уже заряд, да, на пластинах. То есть, как только конденсатор начнет, смотрите, уже заряжаться, да, появится напряжение между пластинами, точно такое же напряжение и будет на резисторе, они соединены параллельно. И в этот момент, как только здесь напряжение появится, и здесь, да, а, между резистором, да, а, через резистор пойдет ток и R. Так вот, ключ а, замкнули и потом разомкнули в тот момент, еще раз повторяю, когда энергия будет максимальна, скорость изменения энергии будет максимальной. Вот. Поэтому нам как-то надо с вами найти, когда же у нас будет вот эта скорость энергии максимальна, да, попробовать ответить на этот вопрос. Ну, давайте, может быть, я таким путем пойду. Смотрите, электрическая энергия заряженного конденсатора. Как мы ее еще можем найти? Да? Вот, наверное, через зарядку в квадрате делить на 2c. Да? А вот этот заряд, он же будет меняться, да? Он будет расти, конденсатор будет заряжаться. Этот заряд, я могу его так расписать, как И на дельта Т. Где И — это вот как раз этот ток зарядки. Вот этот ток, да, зарядки конденсатора, он будет тоже меняться, будет меняться ток и, естественно, и заряд, да. Я подставляю это сюда и получу, что отсюда, да, что вот эта энергия, это Q и дельта Т делить на 2c. Вот эта электрическая энергия. Теперь, если я поделю на дельта Т, итак, левую часть делю на дельта Т, то есть эту энергию поделю на дельта Т, я получу скорость. Смотрите, скорость изменения, ну, скорость роста, да, скорость изменения этого электрического поля конденсатора. Здесь у меня будет QI на 2C. Q, если я Q поделю на C, ну, что это у меня будет, ребят? Что это? Что я получу? Я получу напряжение, так? Напряжение на вот этом конденсаторе, да? Ну, УЦ, если хотите так. То есть И на У, да, и делить на 2. А если я силу тока умножу на напряжение, я получу мощность. Мощность. Смотрите, получается, что ну, мощность, потребляемая, можно так это сказать, мощность, потребляемая этим конденсатором. И как только вот эта мощность у меня достигнет максимального значения, да, потребляемая мощность конденсатора достигнет максимального значения, скорость тоже, скорость роста этого электрического поля тоже будет максимальной. Ну вот отсюда, из этой формулы, в принципе, это видно, да. Еще раз, да, что скорость роста этой энергии достигнет максимума, когда мощность, потребляемая конденсатором, тоже будет максимальной. Тоже будет максимальной. Так, хорошо. Теперь остается нам как-то эту мощность найти. Ну, давайте потихонечку будем двигаться. Итак, я еще раз запишу, чему равна эта мощность. Итак, мощность, потребляемая нашим конденсатором, мы можем найти как силу тока и С, да, ну, это, ребят, ток идущий, ток зарядки, да, конденсатора, и С я обозначила, ну, штрих, да, пусть будет, на
напряжение между пластинами конденсатора. Итак, это потребляемая мощность нашего конденсатора, да? Хорошо. Ну, как-то нам надо максимум найти. У нас все меняется здесь, ребят. И ток, да, и зарядки, да, и напряжение. Хорошо. Вот этот ток, да, зарядки конденсатора, я могу найти как общий ток минус ток, идущий через резистор. Так? Ну вот. Этот ток, он потом разделяется, да, на 2 тока. Хорошо. Так как соединение у нас параллельно, конденсатор параллельно соединен с резистором, поэтому напряжение здесь будет одинаковое. То есть напряжение на конденсаторе равно напряжению на резисторе, а напряжение на резисторе мы можем найти как силу тока, идущую через резистор, на сопротивление этого резистора. Вот так, да, напряжение мы можем найти. Хорошо, и как-то нам все-таки вот этот общий ток бы не помешало бы, да, еще как-то его выразить, найти, да, этот общий ток. Давайте тоже мы его найдем. Ну вот, как мы можем его найти? Ну, здесь можно разными, в общем-то, путями здесь двигаться. Ну, можно, например, сразу записать, да, что этот общий ток и нулевой, да, он будет равен. Вот смотрите, вот этот общий ток, он пойдет через вот этот резистор R. Вот этот, да, резистор R, такой общий ток. Как мы можем найти напряжение, да, которое падает, да, на это внутреннее сопротивление, поделить на сопротивление самого резистора. R маленькое. А напряжение, оно будет здесь равно EDS минус EDS источника минус напряжение, которое падает на этом резисторе. То есть IR умножить на сопротивление этого резистора. Вот, это общий ток. Итак, значит, напряжение, которое падает, да, на это внутреннее сопротивление, это общее, вот это EDS источника минус вот это напряжение, да, на этом резисторе. Это IR умножить на R большой. Теперь смотрите, что мы получаем. Вот хотелось бы математику здесь пропустить. Пропустить по той простой причине. Ну, во-первых, жалко время, мало места. Вот. И если вы все это потихонечку подставите и найдете мощность, преобразуете все, то вы получите математику. Смотрите, просто сократим время наше, да, на математические эти преобразования. Это вы можете сами сделать. Мы получим, что мощность, потребляемая конденсатором P, будет равна минус И R, то есть ток, идущий через вот этот резистор, и R со значком в квадрате, умножить на 2R плюс и R умножить на EDS. Да, я забыла здесь еще сказать, что, ребят, R у нас равно R большому. То есть R маленькое можно сразу заменить на R большое, да. И вот что у нас получится. Смотрите, как интересно. Давайте я еще раз перепишу вот эту формулу, которая у нас получилась. Итак, получилось у нас еще раз, да, мощность, потребляемая конденсатором. P равно минус IR в квадрате на 2R плюс IR умножить на EDS. И мы видим, что зависимость мощности от силы тока резистора это квадратичная функция, это будет парабола, причем парабола ветвями вниз. Итак, то есть если я сейчас построю вот такой график зависимости мощности от силы тока, да, на резисторе, то я получу вот такую вот параболу, да, ветвями вниз. Так, хорошо. Здесь можно разными путями пойти. То есть, смотрите, нас что здесь интересует? Нас интересует именно при какой силе тока у нас мощность будет максимальна. То есть P будет максимальна. Так, потому
потому что в этот момент, когда мощность, потребляемая конденсатором, достигнет максимального значения, максимума, у нас скорость изменения энергии поля будет тоже максимальной. Итак, при какой же силе тока, да? Ну, давайте мы это с вами сейчас выясним. Ну, здесь уже математика сплошная идет. Можно взять производную по силе тока и приравнять ее к нулю, найти, да, вот эти точки, и вспомнить, ребят, вспомнить, чему у нас, опять же, алгебру, да, и, значит, p у нас равно нулю, и отсюда найти, значит, два вот этих, ну, 2 корня, да, или два значения, да, при котором сила тока а, приобретает, да, первое значение и равно нулю, а здесь у нас вторая вот эта точка, она будет равна ETS делить на 2R. ETS делить на 2R. Так. Ну, это как минус p делить на 2a, да, по-моему, так, да, так же и получается, да, если мы это подставим. То есть найдем вот эти точки пересечения нашей параболы с вот этой осью, да, силы тока. Ну, это же у нас парабола, да, симметрично, следовательно, вот чему здесь будет сила тока равна? Посерединочке как раз, да, надо еще поделить пополам, то есть получается EDS делить на 4R. То есть вот при таком токе, давайте так, я запишу, что при вот такой силе тока и R, да, идущей через резистор, равно EDS делить на 4R, у нас P будет максимальна, мощность будет максимальна. Следовательно, и вот эта энергия, скорость изменения энергии будет приобретать максимальное значение. Так, электрическая энергия будет тоже максимальна. Хорошо. Ну, в принципе, что, давайте еще раз напомню, да, в задаче, что требовалось вообще найти. А найти нужно было ток, смотрите, ток, идущий через конденсатор, и C' сразу после размыкания ключа. А вот смотрите, что произойдет. Вот когда мы разомкнули ключ, посмотрите, вот еще раз схемку хотелось нарисовать, чтобы для понимания, да, картины, это очень важно. Для полного понимания еще раз, да, смотрите, вот в этот момент, когда через вот этот резистор R шел вот такой ток, и R, да, равный ETS делить на 4R, вот этот ключ размыкают. Все, нету, да, этой части схемы. Разомкнули ключ. Здесь у нас конденсатор заряжен. Что дальше происходит? Куда этому току идти? Посмотрите, дело в том, что конденсатор, вот когда вы ключ разомкнули, вот это должны понимать, на конденсаторе есть напряжение, то есть конденсатор, он имеет какой-то заряд, естественно, напряжение на пластинах конденсатора. Этот заряд не может мгновенно измениться. Вот это надо понимать, что заряд на пластинах конденсатора, он не может сразу тут же мгновенно измениться, да? Вот, поэтому ток пойдет, вот этот ток, который шел через резистор, естественно, он пойдет вот сюда, на конденсатор, вот так вот, этот ток пойдет сюда, потому что здесь напряжение есть. Здесь есть напряжение, конденсатор заряжен. То есть в момент, еще раз повторяю, да, размыкания ключа конденсатор разрядиться не может мгновенно сразу, да, там есть напряжение, поэтому ток пойдет вот сюда. И нас как раз задачи-то и спрашивают, найти ток, идущий через конденсатор в момент размыкания ключа, да, вернее, не в момент, извините, а сразу, да, сразу после размыкания ключа. Это вот сразу после размыкания вот этого ключа. Все, мы нашли этот ток. Значит, через конденсатор пойдет вот этот ток резистора. То есть и R
будет равно ИС, ну вот это штрих, да, или как, ну или как, я не знаю, или просто ИС давайте, да. Этот ток будет равен ЭДС делить на 4R. Все, мы ответили на вопрос задачи. Так, ну еще раз могу повториться, да, что сразу после размыкания ключа ток, который шел через резистор, а он у нас равен ЭДС на 4R, да, вот этот ток, при котором мощность, да, максимальная и максимальная скорость изменения энергии конденсатора, ток пойдет сюда, да, потому что конденсатор заряжен, здесь есть напряжение, да, ток этого резистора пойдет вот так, да, будет направлен. Это и будет ток, идущий через конденсатор сразу после размыкания ключа. Вот. Ну и последний вопрос, второй вопрос был самый сложный. Ну и последний вопрос, достаточно простой, это уже практически в одно действие. Найти количество теплоты после размыкания ключа. После размыкания ключа. Итак, теперь смотрите, обратите внимание, что мы отключили конденсатор от источника тока. У нас работы источника тока не будет. Не будет, да, в законе сохранения энергии. То есть у нас до замыкания, да, у нас конденсатор не был изначально заряжен. Вот. Дальше конденсатор начинает, естественно, заряжаться. Вот. И ключ разомкнули, да. Смотрите, конденсатор обладает какой-то электрической энергией, правильно? Эту энергию мы можем найти как С, у С в квадрате пополам. Но дело в том, что у нас конденсатор параллельно соединен с резистором, и напряжение будет все время одинаково на них. Поэтому я могу написать емкость конденсатора на напряжение резистора, да, в квадрате пополам. И по закону сохранения энергии, вот эта энергия конденсатора, то есть как разомкнули ключ, да, она никуда не исчезла, она пошла в тепло, да. Вот, то есть конденсатор дальше начнет разрешаться через резистор, да, и резистор нагреется, выделит какое-то количество теплоты, вот это Q нам нужно найти. Вот. Ну, в принципе, найдем мы вот так, да, таким вот образом. Это тоже закон сохранения энергии. Значит, энергия конденсатора, да, она пошла потом в тепловую. Еще раз повторяю, работы тока здесь, работы источника здесь не будет, потому что отключили от источника. Единственное, что здесь надо найти, наверное, вот это напряжение. Да? Итак, давайте я дальше продолжу. Напряжение на резисторе. Ток, идущий через резистор, это будет ЭДС делить на 4R, так мы его нашли, на сопротивление самого резистора. R сокращается, остается ЭДС делить на 4. Подставляем это сюда и находим, что вот это количество теплоты, Q, оно будет равно емкость на ЭДС в квадрате делить на 32. Да, получается так, да, на 32. Вот это конечный ответ. Так, это финал 11 класса. Олимпиада первого уровня, которая дает, в общем-то, 100 баллов к ЕГЭ. Ну, такая хорошая задачка, дает понимание многих процессов, да, происходящих внутри цепи, в которых содержится конденсатор. Я предлагаю вам еще самостоятельно порешать тестовую часть, попытать свои, в общем-то, силы, возможности порешать эти задачи. Для чего? Ну, для того, чтобы ну, проверить, в общем-то, как вы усвоили эту тему, это раз. Ну и, во-вторых, конечно, потренироваться. Да? Итак, на этом мы пока заканчиваем с вами занятие. Так, всего доброго.